начинается. Да, вот только-только начался второй полуфинальный матч сегодня в этом финале 4 лиги женского хоккея в разделе «Олимпийские надежды». ЦСКА, школа Макарова. ЦСКА, Санкт-Петербург. Горяч будет лед, вне всякого сомнения. Болельщики тут подбадривают и тех, и других. Причем каждый ждет действительно победы и яркого успеха. Атакует школа Макарова. Сергей Михайлович здесь сам, мы убедились в этом, действительно интервью не дает, достаточно жестко, но очень переживает за большое хоккейное дело, как и всегда это делал. Центр спорта Калининского района. Вот такая аббревиатура от ЦСКА. Калининского, да? Правильно? Калининского района Санкт-Петербурга. Соответственно, и команда эта оставила без этого финала прошлогоднего победителя первомайских львиц. Так что это уже говорит о многом. А львиц мы комментировали здесь, в этом из зале. Коркино, кстати говоря. А Коркино — это город знаменитый. Чем? Артемий Панарин. Артемий Панарин и Евгений Белоусов. Вот да, об этом мы как раз и говорили, да, и они все желали успеха Панарину, а Панарин, да, чуть ли не напутственные слова передавал команде в прошлом году. Вот так вот. А сейчас команда из Калининского района, кстати, город-то Калинин переименовали в Тверь, а вот Калининский район не смогли в Петербурге переименовать. Мы с вами постепенно знакомимся с игроками. Так получается, с пылу с жару. 27-й номер шайбой школа Макарова. Это Алина Захваткина. А это уже контратака Москалева. Таисия. В красном команда ЦСКА, да, вы уже сказали об этом, Дим. И да. вот в белом это команда школы Макарова. Юрий Макаров, средний брат вот этой вот четы Макаровых, 3 братьев. Они, кстати, все трое играли в хоккей в тракторе. Но потом Юрий Михайлович, он стал арбитром. Вот он сейчас возглавляет школу Макарова. Школу Сергея Макарова. Здесь уже мы видим агрессивный хоккей. Действительно равных соперников по классу, судя по всему. Порошина. Сычева. Ну, сама упала. Здесь никакого нарушения нет. Без пауз практически игра идет. А я вот тут хотел рассказать о 4-м номере команды в красном. Но вот она выйдет на лед, я не расскажу. Это Нина Ярославовна Баранова. Она, оказывается, играет еще и за команду «Динамо Санкт-Петербург» в женской хоккейной лиге. Я думаю, в мужской. Нет, не в мужской. В женской хоккейной лиге, это другая лига. Не лига женского хоккея, а женская хоккейная лига, которая под эгидой КХЛ, можно сказать, в одном флаконе. Бросок. И вот сегодня приехал сюда помогать. Александр Зыбин, главный тренер питерского «Динамо», финалиста. Впервые финалиста женской хоккейной лиги. С Агиделью они играют 20-21 апреля. Первые матчи в Уфе. Вот он рассказывал об этом. Дорогие друзья, есть у нас... Опасно на пятаке, в упор расстреливает сейчас ворота. Это помощник капитана. 8-й номер Яна Минкина. Пока у нас небольшая пауза вот здесь у вратаря Ульяны Еги. Какая-то была небольшая заминка. Я скажу, Дим, ты пока прокомментируй повтор, да? А я скажу, что Ульяна Еги 3-й номер, вратарь. В маску попадает шайба. А помогает ее помощница, или заместитель, правильно сказать, Екатерина Тюхменева, 5-й номер. Пока у нас не было замены вратаря вот в первом полуфинале. Напомню, он завершился со счетом 4-0 в пользу Скифа, который обыграл команду. Да, и еще нам поведала капитан, Пантеры. что половина команды с температурой играла. Это, конечно, действительно героизм. Да. И вратарь в том числе. Но здесь вот более, мне кажется, равные силы. Здесь все здоровы.
Будем надеяться на это. Ведь мы тоже узнали только после матча о том, что больная команда наполовину была у «Пантер». Ну, молодцы, девчонки. Характер проявили в любом случае «Пантеры». Осталась шайба в зоне. Ну и здесь тоже замешкалась немножко 13-й номер Эвелина Мильбергер. Очень хорошее катание отмечаем у обеих команд. Смирнова. Брос в зону, но через коньки, и надо меняться. Ох, здесь какой тоже, дриблинг. да, Ох, почти молодец. горнолыжный такой И прокат. Алина Власова, защитник команды ЦСКА. Гигантский слалом. Порошина. Бросок. И рядом со штангой проходит шайба, отбитая вратарем. Так, сзади одна Куделина страхует. Такая баскетбольная фамилия. Справляется, тем не менее, она с броском 23-го номера команды соперника Марины Артемовой. Ну, Куделин любил трешники бросать, значит, и Куделина будет издали. Как ты думаешь? Но она, в общем-то, такой последний защитник здесь страхует. А вот сейчас выходит, не пошла почему-то на ворота, на пятак. Все строго с номерами в питерской команде. Я смотрю, последний 23 номер. Нет никаких 77-х, 97-х. Классическая команда советского хоккея. И название-то определенное, ЦСКА. А он и сказал, тренер Константин Васильевич Климаков, что мы будем как ЦСКА сегодня играть. Так что ждем. Вот, пожалуйста, перехват, 7-й номер Ульяна Балашова. Но шайба потеряна. И с ней 32-й номер команды школы Макарова. Нет, это не 32-й был. Это была Шабалина. 42-й номер. И вот она шайбой. Через борт. Вот Шабалина входит. И хороший такой центр, но прошла передача. И бросок, да, такой в упор посередине. На ассистента капитана это была передача на 8-му номеру Минкину. Вот она вновь шайбой. Правохватная. Ох, с окаянным. Яна Альбертовна, ассистент капитана. Капитан команды тоже на льду у школы Макарова. Это 6-й номер Ксения Багаева. Тоже в обороне. Поднята рука арбитра. И что там? Задержка. Капитан челябинской команды Ксения Багаева отправляется на скамейку штрафников. Похоже, как братья, издалека наблюдаю на скамейке Юрия Михайловича Макарова. Выброс. Ну а главный тренер команды школы Макарова Челябинска Петр Эдуардович Паньков. Вот он тоже руководит командой. Сейчас тоже на скамеечке, естественно. Ну вот атакует челябинская команда в меньшинстве. Да, вот Макаров, один из братьев. Невысокая вратарь, 3-й номер Ульяна Егги в команде ЦСКА. Но этим, возможно, будут пользоваться хоккеистки школы Макарова. Ох, как. Если не удается отбросить шайбу, то надо положить соперника на лед. Вот такой девиз был сейчас у Олеси Бобровской.
по-прежнему в большинстве Питер. Но не удается сделать удачный вброс в зону. Здесь нельзя входить, потому что будет вне игры. В итоге приходится откатываться всей пятеркой назад, потому что меньшинство атакует. Ульяна Еги в порядке. Все видит, и ловушка у нее Тоже миниатюрная. Да, я уже сказал. Вот броски верхом, то, чем пользуюсь из Скифа. Это во встречах с такими вратарями большое оружие, очень сильное. А хороший момент! Бросок. Попадает. Да, это кто бросала? 12 номер. Светлана Имайкина. Ой, нет, вы знаете. Диагональный пас вперед. Хороший вход в зону. И, ох ты, не удалось так технично сыграть сейчас, я бы сказал, 10-му номеру Таисии Москалевой. Там хороший был момент. Момент для контратаки. У Александра Братушенко из ЦСКА был момент. Там Шабалина! Сыграли хорошо защитники ЦСКА. Уже в численном равенстве. Не удалось первое большинство реализовать, но одна угроза была. Это мы отметим. Ах, какой фото хороший. И прием, и бросок. Атака в это ловушке, все шайба. 8-й номер Александра Братушенко. Длинная клюшка у Братушенко. Да, вот два брата. Прям-таки прячется от Слева камер Юрий Сергей Николаевич, Михайлович. руководитель. Юрий Михайлович. И справа Сергей Михайлович. Передача себе. Вот так получилось в исполнении 9-го номера Олеси Бобровской. Ждут соперника в своей зоне, чтобы вот быструю атаку провести. И вот она начинается. Раскат. Передача в центр. Подпрыгнула шайба, как лягушка, и не дошла до 14-го номера Виолетты Овчинниковой. Вот сейчас она за нее борется вместе со своими партнерами. Яна Минкина, 8-й номер. 17-й номер. Харламовский у Дарьи Тетериной. Вот она с шайбой сейчас была бы. Защитник, атакующий, да, защитник? С хорошим бросочком, насколько мы знаем. Оп. Минкина тут же шайбу себе оставляет. Очень координированно. Даже в случае ошибки играют хоккеистки школы Макарова. Ну вот шанс. Хорошая передача. Там защитник, правда, последний был, но тем Вот. не менее Прием-то надо было помягче. можно было бежать. обострить. Минкина много на льду проводит. На Шабалину передача попадает шайба в конек Мильбергер. Здорово сейчас оставили шайбу. И вот на скорости Шабалина. Вот опасно. И бросок. Отлично. Как легко, оказалось бы, справляется с шайбой Ульяна Еги. А ведь бросок-то был на точное попадание в девятку. Такой был проход из-за своих ворот. Оставили шайбу Шабановой. И вот она от своих ворот прошла. Шабалина Анастасия. Опять к воротам, да, поострее сыграть хочется челябинкам.
Бросок. Это Кутикова. Крашенинина. И под дальний бросок защитнику. Смело подключается Ксения Багаева. Контратака. Практически без пауз, да, Дима? Обрати внимание, идет хоккей какой. Острый. Быстрый хоккей. В хороших скоростях. И посмотрите, даже не дают добросить. Сами защищают ворота. Вот 27 номер перехватил. Так, хорошо, Крашенинина. От лишней передачи, наверное. Чтобы сместиться было самой в центр под индивидуальные действия какие-то. И вот опять Крашенинина с шайбой. И бросок Захваткиной. Не попадает шайба в ворота. И чем ответят красные питерцы? Оставить шайбу. Хороший был бы... Ух ты! Перекладина. Перекладина, Вот. да. Второй номер бросала Ольга Бегунова. Удаление будет в челябинской команде. Ну что ж, вот момент так момент. Хоккейное счастье оказалось на стороне сейчас команды школы Макарова. За подножку. — 89-й номер на скамейке в школе Макарова Алиса Куделина. Шайба летит в сторону ворот. И на ней первая Минина. Угрожают, несмотря на меньшинство. Главное, чтобы не было рядом Сейчас Пожарской. горячку не пороть. Хорошая была попытка протолкнуть шайбу на пятачок в исполнении 18 номера нападающего Алины Власовой из ЦСКР. Но там не дали бросить-то партнерам. Вот здесь не нужно было передачу отдавать. Надо было ходить в зону перед синей линией. Бросок, хороший бросок. Это Таисия Москалева. Можно сказать, щелкнула. Щелчки-то разрешены в женском хоккее. Пожалуйста. Хороший финт показала в сторону, но вратарь видела все. Вратарь Полина Суюшкина все видела. 33-й номер команды школы Сергея Макарова. Да, это на ваших экранах 18 номер. Алина Власова. Да. Хорошо разыграли с пятака. Но тут же агрессивное, посмотрите, действие Шабалиной, простите. Ну, там прекрасно играет как раз Алина Власова. Скрест был с Мининой, немножко помешала она сориентироваться в хоккейном пространстве своей партнерши. Да, вот здесь действительно равные соперники. Посмотрите, как такая ожесточенная борьба и с равными возможностями. Последняя минута первого периода пошла. Минина очень активно. Шининина. И гол! Первый гол! Замыкает штангу правую. Вот автор заброшенной шайбы, да? Минкина. Яна Минкина. Давайте еще раз посмотрим. Передача Крашенининой. За 9 секунд до окончания периода
была заброшена эта шайба. Обидно должно быть. Но у нас есть интервью, которое мы можем показать. Предстартовые, правда. Да, и что же думали перед началом этого поединка, как готовились и чего ожидали два тренера? Ну, один руководитель команды Юрий Макаров из школы Макарова Челябинск и главный тренер Константин Климаков из питерского ЦСКР. Юрий Михайлович Макаров, средний брат Макаровых, да? Я представляю вас, сегодня и Сергей Михайлович здесь, ну и... Пришел поболеть, да. Вы занимаетесь именно этой командой, да, школу? Я директор школы, у меня девчонки это как исключение, у нас все возраста ребятишек, ну, мальчишки в основном занимаются. Ну, 8 лет назад убедили меня, что давайте попробуем девочек набрать. Ну, набрали, вот сейчас уже втянулись вроде как, и уже в сборные привлекают наших девчонок, воспитанниц, поэтому, ну, бросать пока не будем, женский хоккей будем заниматься. А он тяжело дается в плане финансирования? Ну, по финансированию все тяжело дается, в принципе. Ну, не сейчас уже раз набрали, девчонки уже заразились этим видом спорта. И разгонять пока никого не собираемся. Хотя проблемы есть, конечно, с финансированием, как и у всех. Но у вас отдельная школа, она муниципальная? Она муниципальная, да, бюджетная. Все финансовые вложения, это бюджетно. Ну, помогает, конечно, есть там и спонсоры, да, и родители. Ну, как все крутятся спортивной школы, в общем-то. Ничего нового-то я не скажу. Ну, а вот этот весь приезд команды, это кто оплачивает? Ну, здесь оплачивает лига вот это женского хоккея. Спасибо большое фонду этого Тимченко. Они вкладывают деньги. Очень прекрасные условия. Живем в хорошей гостинице. Прилетели на самолете, все оплатили, все. Девчонки, конечно, я на это обязательно акцент делаем, что, девочки, смотрите, государство вам идет навстречу. Вы должны... От вас только одно требуется: хороший хоккей показать, самоотдача. Спасибо вам и успехов. Спасибо. Всего доброго. Ну и соперники, пожалуйста. Соперники из ЦСКР. Центральный центр спорта. Ну что ж, Константин Васильевич Климаков, это главный тренер команды ЦСКР. Интересная аббревиатура у вас, практически ЦСКА. Да, очень похоже, но мы центр спорта Калининского района города Санкт-Петербурга. Но надеемся играть как ЦСКА. Задачи понятны? Задача понятна, сегодня играем только на победу. Лидеры кто у вас? Ой, у нас очень в этом году очень хорошо, очень равные 3 звена, поэтому надеюсь на каждую девочку, что сыграет очень хорошо. Дадите бой? Ну, должны, обязательно. Без этого нельзя. Спасибо вам и успехов. Спасибо большое. Ну, видите, как здорово, и у нас начинается второй период. Все четко. Послушали всех, да, ну и теперь нужно отыгрываться. И да? бросок отличный! Ах! Здорово, это 9-й номер Олеся Бобровская. Берутся за дело извините, тоже. это Мария Рогоцкая. Мария Рогоцкая из ЦСКР. Настойчивость, да, в нападении. За воротами, в красных майках попытка поменялись. на пятачок выбросить шайбу не проходит у 7-го номера Ульяны Балашовой. Мне кажется, сейчас ЦСКР будет более активен в атаке. И ну а как, исходя от счета, да, 1-0. Надо сравнивать результат. Вот капитан команды, 4-й номер ЦСКР Нина Баранова. с шайбой. Начинает атаку. Выброс. Нет, шайба осталась. Так. Кутикова.
периода статистика бросков 9-5 в пользу команды Школы Макарова. Ну и вот 1-0 они на последних буквально секундах первого периода и вышли вперед. Яна Минкина, автор заброшенной шайбы. Яна Минкина. С передачи Яны Крашенинина. Вот она с шайбой как раз. Хорошо убирает. Крашенинина. Еще бросок в сторону ворот просто. Борьба на пятачке. Там за позицию просто досталось Алине Власовой. Хороший проскок. Хорошо оставлялась шайба. Пауза. Борьба на пятачке. Выпрашивает шайбу сейчас Ульяна Балашова. Активно, но мощная Куделина там. Там Таисия Москалева, мне кажется, да, 10-й номер, она пыталась найти возможность для броска, но уж слишком так академично долго смотрела и сделала то, что было понятнее всего. Хорошо! И вот она сейчас замыкала момент. передачу после передачи своей партнерши 23-го номера. Марины Артемовой. Хорошая была атака. Таисия Москалева могла отличиться. Но она и в первом периоде, если ты помнишь, да, Дима, да, вот она выходила на момент. центр и бросала. Классно сыграла Ульяна Еги. Интересная фамилия очень. Интересное происхождение какого. Полина Суюшкина. Нет. Полина Суюшкина сыграла, да, здесь. А Ульяна Еги-то классно играет за ЦСКА. Минкина. Еще раз уходит на ударную позицию. Хитро посмотрела, да, и сама-то искала возможности для броска. Хитрая. Вот момент. Ой, как здорово. Но сложилось сейчас как раз Еги. Иногда не грех и заранее похвалить человека. Да. И бросок касания должен был быть. И еще один перевод, да. Ну, здесь решила уж так академично сыграть 19-й номер команды ЦСКА Красного Питера Анастасия Никитина. Красный Питер. Будем так называть эту команду. Ну вот, смотрите. Почему же так медленно один человек уже на смену идет? Ну ничего, там быстро сменились они. Там вышло уже с харламовским номером, с 17-м. Валерия Артемова. Две Артемовых играют. Валерия Артемова и Марина Артемова в составе ЦСКА. Ну, не сестры. Да, они не сестры, они и не братья даже, кстати. Что характерно. Гол! Ой-ой-ой! Досадная ошибка сейчас. Это, конечно, Ульяна немножечко здесь ошиблась. Потеряла шайбу. Потеряла контроль, наверное, хотела вот этой новой техникой вратаря, да, когда шайба за воротами, щиток на льду. Но здесь она не всегда выручает, потому что идет передача и может быть бросок быстро вверх. Но и здесь шайба прошла под щитком. А у нас после передачи из-за ворот. Заброшенные шайбы, судя по всему, Мария Трифонова. Или Шабалина протолкнула. Пытаюсь сейчас, вот арбитр говорит. Шабалина вроде. Здесь уверенно.
Да, Шабалина. Да, да. После передачи Яна Крашенинина. Да. Вторая результативная передача сегодня уже. Бросок. В плечо попадает шайба. Контратака получится. Скорость хорошая у Кутиковой, но нет. Побыстрее, порасторопнее здесь 18 номер Власова. Теперь раньше с удвоенной, теперь с утроенной энергией надо догонять. Время идет уже к экватору матча, подбирается. И вот 10-й номер, десятка. ЦСКА. И бросок с разворота. Удаление будет, И зацепили. еще на нарушении. Классно как. Вот это просто настоящий лидер, мне кажется, Таисия Москалева. Ворота пустые. Большинство сейчас в шестером. Да нет, от Таисия от двоих Мощно, уйдет. Как да. Колобок в мультфильме. Плечо, корпус. Да, вот как раз Таисия Москалева, она даже выдохнула. Отняли у нее шайбу только арбитры. Это, мне кажется, настоящий лидер. Надо очень поддержать ее в центре внимания нам, Дим. 10-й номер, Таисия Москалева. Вот она. Бросок Да, с разворота, как раз падение. подцепили ее. Ковальчук так не всегда делал, ты знаешь. Но может. В сторону от ворот. Остается только Шайба. забить Москалевой. Бросочек сразу. Ох, и попадает в своего игрока. Это бросала 21 номер Анастасия Гладких, а попала в Марию Рогоцкую вместо ворот соперника. Как Марадонна играет коньками Анастасия. Таисия Москалева. Ох, сейчас ошибается. Вот сейчас не хватило, уже длинная смена была, не хватило у нее сил отдать быструю передачу. Но все равно ошибаются их кистки Школы Макаровой. Вновь ответ. Ах, здесь делает паузу за счет вторую атаку, но она здесь не нужна. Только теряет И шайбу. ошибка. Выход 1 на 1 Минкина. И Минкина нет. Не удается с первой Первый попытки. буллит у нас сегодня такой, Да, реальный, сейчас фактически забиваешь на 2 Школу Макарова. полуфинала. И ой-ой-ой, 3-0 был бы счет. Но повезло сейчас. Вратарь без гостям из клюшки. Питера. Ошиблась Мария Рогоцкая. Вот она сейчас на смену уезжает. Но, вы знаете, тренер Константин Климаков даже не пожурил ее. Вот, видимо, да, использует позитивную форму разговора в общении со своими подопечными. Эх, опять потеря шайбы у ЦСКА. Бросок. Ох, как здорово. Да, Там не видно не было. видно было, да, Но действительно. Юлиана Из-за Еги в двух последний спин. момент увидел этот бросок. А бросок-то был от 17 номера Тетериной. Дарьи Тетериной. Она уже сменилась. Ну вот теперь в полном составе Школа Макарова. Тем не менее, 2 атаки такие провели опасные. Смирнова нет. Удалось ее сейчас обойти технично Бегуновой. Кто поможет здесь? В центре, посмотрите, хороший момент. Бросок, рука поднята опять же арбитра. Но сейчас бросала 20, какой там номер, сейчас не увижу. Сычева. Сычева из Школы Макарова. Это Софья Сычева. И попала она вот в Нину Барану, капитана команды ЦСКА. А так-то бросок мог быть вообще, если дошел бы до ворот, очень опасным. За толчок соперника клюшкой. Да, ее удалили Нину Баранову, как раз капитана команды ЦСКА.
А капитан школы Макарова Ксения Багаева, 6-й номер. Ох, Минкин опять на льду, 8-й номер. Правохватный. На синей линии баражирует. Вот она шайбой. Это всегда опасно. Ждет партнера. Тетерина. Там на пятаке. Балина. Бросок. Попадает в блин вратаря Ульяна Егги. Шайба. Технично работает с шайбой. Смотрите, 18 номер команды ЦСКА-Р. Это и Алина Власова, защитник. Минуту отыграли в меньшинстве. Шайба была сейчас Шабалина. И, ох, вот это, пожалуйста, издали бросок Тетерины и добавление на пятачке. 3-0. Обидно, что так развивается событие в этом матче, потому что... Ну, хотелось интриги, с точки зрения интриги, Дим, да, в первую очередь. По сравнению с первым поединком, здесь, конечно, более равны были шансы, во всяком случае, по первому периоду. Олеся Бобровская, такое впечатление, она была первая на поздравительной церемонии. И тайм-аут команды ЦСКА-Р Константина Климакова. Да, ковырнула 14-й номер Виолетта Овчинникова. Бобровская все-таки, как посчитали арбитры. Именно она автор шайбы. Ну что ж, 3-0 это, конечно, еще не победа, но заявка очень серьезная. И вновь в атаке команда, а это уже капитан команды школы Макарова. 6-й номер Ксения Багаева. Да, смотрите, как серьезно настроенные команды с Урала. Наверное, хочет поддержать почин коркинцев прошлогодний. Победители этого турнира Лиги женского хоккея в группе «Олимпийские надежды». Кутикова. Бросок издали. Справляется Ульяна Егги. Чем же ответит ЦСКА-Р? Пять минут до окончания второго периода. Но не удается сейчас бросить поворотом команде ЦСКА-Р. И Сычеву сейчас Софию пытались бросить в атаку. Шайба прошла все зоны, но пробросов у нас нет. Контратака. Хороший разгон. Хорошо брала шайбу. Ну! Ах, здесь передача. А бросок не получился. И передача тоже. Марина Артемова, это была 23-й номер ЦСКА-Р. Как переживает тренер, сейчас кричит. Константин Климаков, да, его слышно здесь даже на противоположной трибуне. Контратака.
удалось Ошибается перехватить Сычева шайбу. и идет вперед ЦСКА. Бросок издали. Это второй номер команды ЦСКА. Ольга Бегунова. По-дружески так девчата похлопали друг друга по щиткам. Шабалина издали. Ох, Бросает, ну, по центру ворот. защитника, молодец. Это на пятачок не пускала к своему вратарю Алина Власова, соперница. Ульяна Еги молодец, справилась хорошо с этим броском. Вот еще раз смотрим. Шабалина, 42 номер. Хоп. Да, из защитника. И вот Алина Власова, она так сомкнула. Щитки. Неожиданный номер для голкипера, третий, непривычный. Да, ну вот у Гашика же был второй, да? Был? Второй, это еще второй. А вот третий непривычный. Третьего вот никого не было. Да, Ульяна Еги. Номер 3. Со своим Запомнили. номером. С фамильным. Но ведь, кстати говоря, до Гашика у кого был второй? У Кралика в чешской сборной. В начале 80-х играл такой вратарь, Держи Кралик. У него тоже был второй. Чешское ноу-хау. Артемова. Это, может, для себя отметили. 23 номер. Опять Соло. Ну, кстати говоря, Светлана Александровна Артемова, это доктор команды, она тоже на скамейке запасных ЦСКА. Так что Марина Артемова и Валерия Артемова, я думаю, наверняка уж точно Да, одна из них это дочь доктора команды. А вот насчет обе, вот это вот. Но вторая племянница. Скорее всего, конечно. Шабалина вновь, знаете, на ходу. Сама идет, не оставляет шайбу. Сама двоих пытается пройти, игроков обороны. И передача за ней здесь нужна, уже. да. 13 номер Евгения Мильбергер. Проброс вдоль ворот. Переход в атаку. Хорошая комбинация в центр на Крашенинникову. И та могла к двум передачам добавить еще и заброшенную шайбу сейчас. Крашенинина просто. Вышла шайба из зоны. Крашенинина опять давит, смотрите, трех игроков. И здесь отчаянно бьет Мильбергер об лед клюшкой. Крашенинина не меняется, сил просто. И заканчивается второй период со счетом 3-0. Впереди школа Макарова. Попробуем сейчас получить контакт от кого-то из героев этой встречи.
Да, пока у нас прямой эфир. Тайм-аута, да. Подняли, сразу же передачу отдаем. Алиса, не ищи дальнего, ближнего посмотри, ближнему отдай. Пас клюшку, крюк, они просто в направлении игрока. Это очень внимательно. Это важный очень момент. Даем цвет майки, а надо крюк. Сходу там отдали где-то передачу. Что сходу не бросить? Отдали пас классно просто. Ты пока переложил ее, все, вратарь переместился. А? Не помнишь? Что это с памятью моей стало? Не помню. Центральный, третьим сзади играем, не забываем, Настя, третьим сзади. Защитникам помогаем, страхуем защитников. Интервью у нас готовится сейчас. У нас Екатерина Марк опять в студии, в импровизированной в нашей. И мы обязательно поговорим об этом матче. Ну а сначала интервью. Готовы наши операторы Геннадий Набатов. А с нами Яна Минкина, автор одной из шайб, первый в сегодняшнем матче. Яна, но насколько тяжела борьба с ЦСКА? Тяжело, конечно, но мы стараемся, выкладываемся по полной. Самый интересный момент матча, на твой взгляд? Это твоя шайба? Нет, это вторая шайба, которую забросила моя партнерша по команде. Прямо, с лицевой линии. Очень сложно с такой позиции забить. Но она вот сделала. Фактически из-за ворот. А мне кажется, там была ошибка вратаря Ульяны Еги. Возможно, но все-таки гол был. И кто забросил? Крашенинина Яна. Она лучший игрок матча, на твой взгляд? Думаю, да. Спасибо и успехов вам. Спасибо Геннадию. Но вот Крашенин все-таки называет автором заброшенной шайбы здесь. Посмотрим. И сам директорат пока турнира не разобрался. У нас Крашенин значится как автор двух результативных передач. Мы совсем не против, потому что действительно активный игрок. И во многих игровых моментах она заметна. Кать, как эта игра вам по качеству, наверное, все-таки превосходит первый полуфинал? Я не могу сказать, что эта игра превосходит предыдущую, но мне тоже нравится, что происходит на площадке. Обе команды стараются. Присутствует некий сумбур у команды из Санкт-Петербурга. Тоже стоит отметить, что девчонки совсем недавно собрались все вместе. И это молодая команда. Может быть, за счет этого все-таки Челябинск сыграны, должны быть, много тренируются вместе спортшкола, так же, как и СКИФ. Но Питер с огромным желанием вышел, да, и сумбур в основном начался уже после заброшенной шайбы, когда пришлось исправлять ситуацию, а так поначалу казалось, что действительно игра равных соперников. Да, мне тоже поначалу казалось, что даже петербурженки владеют инициативой в начале первого периода. А как-то, да, сумбур, наверное, после первой пропущенной немножко растерялись. Но нужно собраться с мыслями, собраться с эмоциями и просто пойти и забить одну. И дальше, думаю, все пойдет у них. И, может быть, даже зацепятся, сравняют и, возможно, даже победят. Ну, вы скажете тоже, женщине справиться с эмоциями. Ну, что делать? Они же хоккеистки, хоть и женщины. Спасибо большое. Спасибо. В матче с ЦСКА минута, почти 2 минуты сыграно, а все равно челябинская команда атакует. И вот вновь Ульяна Еги хорошо сыграла после броска капитана команды школы Макарова Ксении Багаевой. Но настроены челябинцы очень серьезно. Да, счет 3-0, мне кажется, вот в споре женских команд он не такой уже, не фатальный. Вот сейчас посмотрим, Да, вот удастся ли эта атака. 3 в 2, Убегать но, надо. правда, пока челночком друг за другом. Комбинация вряд ли получится. Партнеры не видят. Вот нужно было сейчас, мне кажется, оставить 18-ю номеру. И с таким, мне кажется, с хитрецой играет очень эта девушка. 18-й номер команды ЦСКА Алина Власова. Кутикова. 1 в 1 игра.
Крашенинина. Куделина мощная на центральной линии останавливает миниатюрную Ульяну Балашову. Ну вот, пожалуйста, Балашова 10-й шайбы. номер-то рядом. А Алине Власовой пас от 7-го номера команды ЦСКА Ульяны Балашовой. Попадает лишь ворот. Власова. Кому передача? В неизвестном направлении, я бы сказал. И от кого? От капитана Нины Барановой. Ну, такие передачи нельзя в своей зоне делать. Но Нина взяла на себя вот эту ошибку и исправилась. Идет вперед. Хорошая передача-то была, в надежде на то, что подправление будет. Но там защитник школы Челябинской хорошо сыграла. Это 77-й номер. Да и Полина Суюшкина была готова. Кристина потому что Смирнова. рядом с ней опасно действует Евелина Мильбергер. Пас неточный и перехват от ЦСКА. Да, надо убегать. Мильбергер бросает не очень сильно. Долго готовилась. Здесь пытаться обыгрывать. Порошина. Далековато все-таки до ворот. Игрок не основного звена, даже не второго. Порошина быстренько побежал на смену. Лидеры здесь нужны. И на льду сейчас и Минкина. Здесь надо такие комбинации пытаться все-таки завершать броском. Сейчас не дошла шайба до 7-го номера ЦСКА Ульяны Балашовой. Шабалина. Нет, по борту здесь не прорваться. Однако ошибка следует. Бросок 14-го номера Овчинниковой Виолетты. Знаешь, Дим, я еще обратил внимание на цвет шнурков некоторых игроков. Вот у 23-го номера ЦСКА нападающий. Вот она сейчас пытается баражировать. Ярко-оранжевый. Да, это Марина Артемова. Ну и, кстати, у ее партнера тоже 18-го номера Алины Власовой. Она тоже очень заметная не только по шнуркам, но и по манере игры. Коса такая у нее приличная. И тоже, кстати говоря, оранжевая резиночка на косе. То есть здесь такой вот каждая штучка, видно, что это все-таки девушки, понимаешь, в хоккее. Потому что здесь такие детали могут заметить только тонкие люди, как мы с тобой, понимаешь? Искушенные. Ну, я думаю, что болельщики тут тоже приходят посмотреть на девушек именно из-за формы. Да, а вот Да, еще, пожалуйста, зеленые десятка. шнурки. Десятка, во-первых, Лидера желтые. Таисии Москалевой. Тут и имя, и шнурки. Да, желтые гамаши и зеленые шнурки. Да. У каждого что-то свое в форме, да? Вот, наверное, может быть, в КХЛ ее оштрафовали бы за это, да? А вот в женском хоккее хочется на это посмотреть. У кого что? У кого-то белый шлем, у кого-то красный, у кого-то черный даже в ЦСКА. Удаление. Как у И Нины шанс Барановой, капитана. у красных. Да, вот Нина Баранова. Бросать! А, молодец, хорошая передача была, неудобно бросать было. Возить ЦСКА хочет забросить. Ну, активно защищаются челябинские хоккеисты. Даже вчетвером идут вперед. Ох! Правоохватная тоже нападающий. Это Крашенинникова, да? Крашенинина Яна, 11 номер. Здесь на грани была игры высоко поднятой клюшкой у Кутиковой. Арбитры не стали второго игрока удалять. Ох! Здорово сейчас сыграла Нина Баранова. Не дали бросить. Бороться. За воротами, пятак, но кто на кто-то пятаке? должен открываться. Далековато.
Марина Артемова стучит клюшкой, а шайба выезжает из зоны. Минуту отыграли. Ох, как не принимает Марина Артемова. А здесь надо принимать было, разворачиваться. Быстрее. Хорошо. Нужно для интриги все-таки забросить хоккеистам ЦСКА. И с неудобной. Гол! Да, между Марина щитков Артемова. проскочила шайба. Ну как, послушали тебя, Ген. Да, это было понятно, потому что Марина вышла, она сразу постучала клюшкой. Я сейчас забью, она сказала нам. Понимаешь, мы-то ее поняли сразу. Вот, посмотри, какое празднование 23-го номера Марины Артемовой. Наверное, больше всех рада еще и доктор команды ЦСКА Светлана Артемова. Папа, наверное, Марины тоже слушает сейчас нашу трансляцию. Ну, давайте посмотрим. Вот она останавливает Марину. И видно, что с неудобной можно бросать. И она бросает и находит брешь в экипировке этого замечательного вратаря Полины Снюшкиной, которая еще ни разу не знала горечи в этом матче от пропущенной шайбы. И вот счет стал 1-3. И эта интрига еще играть. И играть-то 12 минут. Это же целая вечность. А по баскетбольным-то меркам вообще. Ах, из пустых ворот практически сейчас вышла шайба. И оттуда ее Эвелина Мильбергер вынула. И уже ответная атака была. 10-я. Таисия Москалева, 10-й номер. Вот с этими замечательными гамашами. Желто-синими и зелеными шнурками. С новыми силами, с удвоенной энергией. Бросается Питер отыгрываться. Какой контрастный хоккей, да? Смотри, одна атака, другая. Команды без пауз практически играют. Вот и опасно. Бросок издали. Сильный был бросок-то от Тетериной. Даже я не понял, дошла ли до вратаря шайба или все-таки защитники там ее стояли. По-моему, вратарь Евелина Ейги все-таки отбила. Вот Тетерина такая мощная. Я, знаешь, как хотел это махходом назвать. Ну, и, конечно, не очень, может быть, это звучит мягко, но настолько мощная Тетерина, да, и вот ее бросок доходит без проблем до вратаря. Мне кажется, она даже больше, чем все остальные. Ну, в наших условиях просто назовем ледокол красен. Да, ледокол. Абсолютно верно. Из-за ворот опасно. А еще, Дим, я обращу внимание на цвет клюшки вот этого крюка вратаря команды школы Макарова. Тоже он необычный какой, да? Я ведь такой не видел ни разу. Ядрененький. Ярко такой салатовый. Если погасит свет в зале, то, наверное, клюшка будет видна все равно. Да. Ярко-желтый такой, прям зеленый, желто-зеленый. И вот сейчас неудобно подскочила так шайбочка. Как раз попала в этот самый крюк, который сейчас нам оператор Сергей Егоров показал. Спасибо ему за это. Еще играть-то нам полпериода. Ах, какой бросок от капитана. И опять, да, теперь над правой перекладиной пролетает шайба. Вот Нина Баранова, капитан, она же играет, я же говорил, да, она за «Динамо» Санкт-Петербург играет. За команду женской хоккейной лиги. Вот сейчас сюда приехала помогать. Крашенинина. И может получиться передача в центр. Почему-то не посмотрела. Ах, вот Артем автор шайбы, ответный. Ну, будет еще бросать. Да, хороший добавление. Ну, молодец. Сейчас вратарь Полина Снюшкина, а? Добавление было неплохое. Там добавляла, по-моему, вторая Артемова. Да, Валерия Артемова, 17 номер. Легенда номер 17. И Валерия, да, и 17 номер. Все сложилось. Только гол надо забить. Ну, еще два. Всю пятерку обыграть. Ах, как молодец. Сейчас не стала бросаться 11 номер Ксения Аврамова. Порошина. Это идет вперед, да, школа Макарова. И перехват. Опять Артемова. И перевести, сейчас... да.
На Артемову передача идет от 15 номера Полины Барышевой. И это может быть опасно, но там хорошо Авралова играет. Извините, не Авралова, Аврамова. Да, до Аврала еще далеко. Чтобы не было Аврала, пригласите Авралову в состав команды, и все будет хорошо. Ксения, 11 номер. Великолепно играет в обороне. Ну вот, кстати говоря, сейчас тоже можно было отдать, наверное, Полине Барышевой. Но она и пыталась, наверное. А вот Артемова опять. Хорошая передача. Ну что ж, надо клюшку-то на льду держать. Сейчас 18 номеру Алии Власовой. Тоже классная она нападающая. Пошла игра на встречных курсах, да, и действительно Питер сейчас владеет инициативой. Надо. Сейчас Питерсон. Минкина. А Минкина знает свое Укротит дело. шайбу, да. Она сказала, что ее, конечно, подруга Крашенинина, Яна, она сказала, автор гола. Добавление хорошее. Поднимается Минкина, все в порядке. Томоход. Тетерина бросала. Дарья. Выгоднее было бы на фланг отдать капитану сейчас. Но другое решение приняла Ульяна Балашова. Спокойно действует челябинцы. Нет, ошибается капитан команды. Вот только я сказал. И не смогла наказать Таисия Москалева за ошибку гостей с Урала. И уже рядом здесь Минкина. У Минкина хороший прием. Желтый цвет обмотки на крюке. Это, наверное, тоже что-то значит. Бросок издали был хороший. Ах! От Трифоновой, 82 номер. Простите, от Марии Трифановой, 87 номер. Меньше 6 минут. Передача. Хорошо. Прием-то как двумя коньками. Но надо дотягиваться до шайбы. Это 7 номер Ульяна Балашова. Выцарапывает шайбу. А здесь рядом Трифанова. Из Челябинска. Да. Перехват идет. И легенда Валерия Артемова. 17-й. Бросать. Хороший Сама выход. будет. Ну, здесь, конечно, было бы гораздо опаснее, если бы была передача на 19 номера. Анастасия Никитина открывалась хорошо. Ну, 5 минут остается. Помним, да, все знаменитую песню Людмилы Гурченко, но здесь-то остается до окончания игры. И надо забрасывать 2 шайбы красному Питеру, чтобы остаться в игре. Как минимум и сравнять счет. Борьба у борта. И тренер прямо в спину подталкивает. Давай, Борис, беги дальше. Ну, безадресная здесь передача. Конечно, смена была длинная у Валерии Артемовой, но надо было поточнее действовать. Ведь теперь приходится Марине Артемовой эту шайбу отбирать. А посмотрите, какая скорость хорошая. Ох, набрала-то скорость 17 номер Тетерина, Дарья. Да. Дарья Тетерина. Она по-прежнему с шайбой. Да, Ну, диагональ не сделай. Хороший пас, ее. а здесь остановить не удалось шайбу Захваткиной. Захватить не удалось. Да. Перехват. Крашенинина. Вот это здорово. Проход был классный у Яны Крашенинина. Не случайно ее отмечала Техничный форвард. Яна Минкина в перерыве. Ой, технично. Ой, здорово. Баранова, 4 номер, капитан. Сама будет решать. Бросать надо. Ах, забыла. Не знаю, сошла. Почти все сделал, да. Сошла с клюшки шайба. С крюка.
практически тот же, да, проход слалом в исполнении Виолетты Овчинниковой из Челябинска. И останавливает шайбу Вынужден, вратарь да, была Ульяна зафиксировать Еги шайбу. Три минуты, даже уже чуть меньше до окончания этой игры. Проигрывает ЦСКА 1-3 школе Макарова. Ну и немного начиная подводить итоги сегодняшнего репортажа, и даже двух репортажей, и особенно после интервью. Ох, Баранова как ошибается, это же капитан, нельзя так обыгрывать две хоккеистки, извини, Дим. Да, конечно, момент опасный. Перехватили шайбу. Нельзя, последний защитник не имеет права двоих обыгрывать. Да вообще, одного-то нельзя обыгрывать попадающего соперника здесь, вблизи своих ворот. Это ошибка. Послушав интервью Юрия Михайловича Макарова, хочется, конечно же, сказать и пожелать, чтобы находились, пусть эти крохи, на вот этих девчонок, которые очень хотят заниматься. И да, мы так эмоционально поддерживаем все это дело, их любовь к этому виду спорта. И фонд Тимченко, да, отметил Юрий Михайлович Макаров, что помогает Лиге женского хоккея. Слава богу. Да, хорошо, Ульяна Еги здесь. На острие атаки кто у нас там был? Полторы минутки. Тетерина Дарья. Ах, под нее сразу выходит. Смотрите, 19 номер команды ЦСКА Анастасия Никитина. Знает, что у Тетерины хороший бросок. Данные какие. Побыстрее надо, побыстрее. Эвелине Мильбергер. Перевели Анастасия. Еще в центр передача. А дальше у Путиковой убежит и не убежит. Ой, как плохо сыграла. И не устояла избушка на курьих ножках. 4-1. Ну, сейчас Ксения Аврамова, кстати говоря, слабо сыграла в обороне. Она почему-то не побежала за своим соперником, за своим оппонентом. Просто как-то стояла и наблюдала. Вот здесь, и в том числе после броска дала спокойно давить. Мне кажется, как раскрылась сейчас атака. Здесь нужно было просто пресекать вот эту передачу здесь. Когда была потеря шайбы, возможно, поведение. Давайте еще раз посмотрим. Аврамова. Ксения Аврамова. Ну, а здесь уже проехал мимо шайбы 27 номер. Алина Захваткина. Да, счет 4-1 в исполнении Алины Захваткиной. Ну и это, наверное, была точка, да? Все точки над «и» в этом матче. Ну вот есть еще момент. Может быть, не все точки, но упускает контроль над шайбой. Артемова. Хороший перевод, хорошая атака. И пятая шайба влетела. Да, не все, оказывается, точки над «и» были расставлены. За 5 секунд до конца. Точный бросок. И радость какая. А, Ксения Куделина. Алиса Куделина. Давайте еще раз посмотрим. А, нет, это Марина Бушмакина. Мы едва ли не первый раз называем эту фамилию в сегодняшнем репортаже. Как-то в стороне она оставалась. И, может быть, не очень много смен получала. Да, яркая победа в итоге получается у команды школы Макарова. 5-1 в этом полуфинале.
И тем не менее, завтра нас ожидает не только яркий и красочный финал, но и поединок за 3-е место. Тоже будет очень интересен. Есть что доказывать проигравшим сегодня ЦСКА и Пантерам из Татарска. Награждение лучших игроков сегодняшней встречи. Сложно даже строить предположения. Хотя я бы все-таки назвал у победителей Минкину. А у проигравших, ну что, опять вратарь. Или Артемова. Нет, все-таки Крашенинин, и вполне возможно, да, едва ли не в каждой атаке, за исключением, может, последней шайбы, она поучаствовала. Ну, а здесь, да, как я и предположил, если не вратарь, то, конечно же, Марина Артемова получает золотую шайбу по итогам этой встречи. Поздравляем победителей сегодняшней встречи. Хорошая, мастеровитая команда. Ну, кто больше тренируется, тот лучше играет. Это такой закон безоговорочный, наверное, все-таки в любом виде спорта. Ну, а мы слушаем Геннадия Набатова с главной героиней сегодняшней встречи, лауреатом и признанным лучшим игроком матча Яной Крашенининой. Находясь рядом с Яной Крашенининой, чувствуешь себя поистине Аполлоном, потому что вот за этой формой огромной, да, и такой могущественной скрывается милая, очаровательная девушка, лучший игрок сегодняшнего матча в составе школы Макарова. Ну, вообще, вот играть в такой команде приятно? Конечно, очень приятно. Все друг за друга. Чувствуется дух команды. Это, конечно, не передать, нужно чувствовать. Очень нравится. А вот твой гол отметила в первом перерыве Яна Минкина, автор первой шайбы. Именно твою вторую шайбу, которую сначала записали на твою подругу Анастасию Шабалину. Это все-таки ты забросила? Да, все-таки я забросила, но я не против, то, что мне мои партнеры помогают. Я им очень благодарна. А этот гол был непростым, ты бросала из-за лицевой линии? Да, ну, с нулевого угла, так получается. А это твой фирменный стиль или ты кого-то посмотрела? Ну да, я так иногда делаю, обычно очень получается, в принципе, советую попробовать. Вратарь не был готов к этому моменту, и мне кажется, этот гол и был, он стал победным и решающим. Да, это, в принципе, хоккей, это все непредсказуемо, и нужно бросать так, чтобы вратарю было неудобно, то есть непредсказуемые броски. Ну, счет 5-1 у вас, 4-0 выиграл Скиф, и завтра финал. Это будет самый сложный матч в этом суперфинале, это понятно. Как будете биться, что нового придумаете, чтобы победить эту команду Скиф? Мы преодолеем себя, во-первых. Во-вторых, мы выйдем и покажем настоящий хоккей, красивую игру, боевой дух, командный дух, главное. Все у нас получится, мы в себя верим, верим в свои силы, и думаю, мы завтра с легкостью их выиграем. Спасибо, покажи, что за подарок, что за золотая шайба. Спасибо большое. Спасибо вам, всего хорошего. Ну а у нас еще Валерия Артемова. Мы договорились взять ее интервью.
И поэтому я ее приглашаю тоже, Валерия Артемова из команды ЦСКА. Такое интересное название у вас. Действительно, тренер сказал, что будете играть как ЦСКА. Ну, мы планировали играть как ЦСКА. С первых минут не получилось забить, чуть-чуть суетились, и поэтому не смогли навязать свою игру. Только вот забили единственную шайбу, больше не смогли. Вот очень ты сегодня выделялась, и твои партнеры, я скажу, вот 10-й номер Таисия Москалева. И у вас, кстати говоря, по-моему, у Таисии зеленый цвет шнурков, а у тебя оранжевый. Вот что это значит в вашей команде? Ну, на самом деле, цвет шнурков это так, по настроению. Они, в принципе, ничего не значат. Меняете каждый матч? Нет, так бывает иногда, как настроение меняется, меняем шнурки. Но сегодня настроение минор или все-таки позитив? Позитив, конечно же, зачем расстраиваться? Матч прошел, ошибки мы свои знаем, нужно настраиваться на следующий матч. Пантеры тоже команда непростая. Вот мы все узнавали Марина Артемова и Валерия Артемова. Все-таки есть какая-то связь? К сожалению, нет, только фамилия, а так нет. А доктор команды, чья мама Светлана Артемова? Вот второй девочки. Ну, я думаю, с доктором у вас все хорошо. И желаю вам успехов, в том числе и завтра, и вообще в жизни. Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, это была Валерия Артемова. И мы на этом прощаемся сегодня с вами. Это был замечательный день. Первый день финала 4 Лиги женского хоккея. И я, Геннадий Набатов, передаю слово Дмитрию Гороненко. Дима, наверное, есть что-то еще сказать? Хотя мы ждем суперфинала. И завтра он начинается. Спасибо, Ген. Да, если сегодня мы в какой-то степени гадали на кофейной гуще, во всяком случае в отношении Артемовых, то все выяснили в конце рабочего дня и творческого. Лига женского хоккея не прощается с вами. Завтра 2 решающих матча, 2 медальных матча за бронзу. И, конечно же, мы ждем искрометного финала. Спасибо, что были с нами сегодня. Мы благодарим Лигу женского хоккея прежде всего, конечно же, и группу ТЭН, которая организовала, в целом обеспечила как генеральный спонсор вот это соревнование со всех сторон, обласкала его и финансово тоже помогла. Спасибо за то, что были с нами на женском хоккее. Следите за событиями чемпионата мира. Может быть, мы все-таки возьмем реванш у американок на этом турнире и выйдем в финал. Для вас работали Дмитрий Гороненко и Геннадий Набатов, Бизоны ТВ. И обязательно приходите к нам завтра, смотрите. Мы сегодня постараемся сделать и в социальных сетях рекламку этого события, чтобы вас стало, наших любимых зрителей, больше.